заодно. А люди потом на остановках скатываются, они приезжают по 4, 5, 6 человек лишних. Куда там? Лучше на автобус. Особенно, когда утром в рейсе, люди на работу собирают, школы студенты. Там вообще что творится? Боем берут. Зимой особенно. Большие автобусы выручили? Конечно. Особенно, если бы они еще ходили по расписанию нормально, то точно бы выручили. Знаете, у меня претензий никаких нету к этому маршруту. Ну вы, получается, в черте города? Да, в черте города и как бы дачу езжу, у меня дача в аэропорту. Все нормально. С аэропорта на Частниках легко уехать, как говорится? Вы знаете, если днем, я думаю, что легко, а вот если уже, когда кончает работать общественный транспорт, в прошлом году такая у меня была история, что я немножко запоздала на свой 120-й автобус, который ходит. Это было уже около 10 часов вечера, без 15, то очень тяжело, кстати, ехать. Даже на Честнике. А ваше пожелание, вот до скольки будет, чтобы автобусы ходили? Ну, я так думаю, как вот раньше в советское время ходили автобусы. Попозже. Часов до 11 тоже. Скажите нам, как вы довольны качеством обслуживания? Нет, не довольна качеством обслуживания, потому что очень тяжело уехать. С утра очень тяжело уехать после работы. Если большие автобусы по расписанию пустить, что-то улучшится? Конечно, улучшится. Намного лучше будет уехать. Или маленький Намного лучше газет. будет приехать в тот же аэропорт. Потому что с ребенком, например, в больницу с маленьким уже. Ну хотя бы даже вот такой автобус, и то было бы... Ну, по расписанию, да, да, почаще чтобы бы ездили они. почаще. Сколько у нас беременных, сколько у нас мамы с двумя детьми Сколько ездят. студентов, А морозы, школьники, студенты, это же кошмар. На летом еще более или менее можно постоянно. Я езжу на остановке поворот, там вообще не съезжу. Хорошо там проходит 106, 108, вообще как там можно... Это только до автовокзала? Да? А если куда-то дальше надо с Вот пересадкой? так и пересаживаемся. Доезжаем до автовокзала и едем дальше. А с экспедиции, не на экспедиции, там вообще никогда даже не Не останавливаются. останавливается ни 108, ни 106, ни 107. Почему-то не предусмотрены остановки 108, 117 на экспедиции. Вот я хочу задать вот этот вопрос администрации. Почему мы ходим на поворот аэропорта, когда мы можем выйти на экспедицию, если там, там остановки нет? 108 это не Ни Уксинский? 108, ну какой разницы нет. Ни 108, ни 117 нет остановки. Почему-то. Вам бы хотелось до скольки, чтобы автобусы ходили? До скольки? Ходят до 10. Потому что, как ты посмотришь, например, девятки, они ходят до 10 часов. Вот у меня, например, я раньше работала до 9 часов, мне очень сложно было уехать. Шел автобус до 15, я садилась на бассейне, если я успевала на этот автобус, то я уезжала, а если нет, мне приходилось тратить деньги на это. А девятки так и ездят, десятки, ой, двойки так и ездят. А что касается 12, то самый вообще плохой маршрут. Да, самый длинный. Туда все лезут. Это удобно. Конечно, на бывшие ГАИ оттуда едет. Удобно. Городские садятся, а мы не можем. В аэропорт ехать мы не Дальше можем маршрутка сесть. вся забьется, до бассейна выйдет, а здесь уже никого не будет. Маршрутка едет пустая. Вот им, наверное, невыгодно никакие не ездят. Ну, не знаю. Конечно, большие автобусы, я считаю, что не нужны.